Общественная организация «Землячество Алании», отстаивающая интересы наших земляков на Донбассе, отпраздновала 5-летний юбилей. И сегодня у нас в студии глава осетинской диаспоры Донецкой Народной Республики Елена Базаева. Елена, добрый день. Доброго дня. Елена, 5 лет назад образовалась ваша организация, а какие предпосылки этому способствовали? Сама организация образовалась 5 лет назад, но осетинская диаспора существовала еще и до этого, более 10 лет. То есть в этом году у нас осетинская диаспора празднует 15-летие уже. В 2018 году, 21 мая, мы подали все документы на организацию землячества Алании ДНР в Министерство культуры Донецкой Народной Республики, где мы на сегодняшний день при отделе национальности работаем как культурно-просветительское общество. До этого наша диаспора осетинская сформировалась в 2008 году. В те события, мы, осетины, собирались и ранее на все праздники. Но так получилось, что в 2008 год потребовало какого-то единения на тот период. И сформировали устав, все документы, и осетинская диаспора с 2008 года начала уже свое именно формирование уже как организация и представительство именно в ДНР. На тот период у нас мы не считаем по членам, мы считаем семьями, потому что землячество формировалось и диаспора именно семейно, посемейно. У нас на период 2008 года это было более 1500 семей. На сегодняшний момент в пределах Донецкой Народной Республики, там, где я сейчас являюсь руководителем, где-то около 400 семей. Так как очень много выехало, так как и были военные действия, многие уехали сюда, во Владикавказ, кто-то уехал к семьям по территории Российской Федерации, кто-то погиб, кто-то был вынужден уехать еще дальше за границу. Но у каждого сложилась по-иному семья, поэтому на сегодняшний день около 400 семей у нас получается. У нас рождаются маленькие детки, у нас женятся, даже несмотря на такие условия, привозят жен, по-разному. То есть, получается, организация сформировалась изначально в 2008 году, и, как нам всем известно, тогда были очень печальные события в Южной Осетии в августе 2008 года. Что ваша организация делала в то время? В то время как раз это двигло к тому, чтобы было единение в одну какую-то организацию. Таймураз Гибизов, он бросил клич среди мужчин, мужчины сплотились, и так как были еще представители других осетинских диаспор, с Голландии, насколько я помню, Германии и так далее, они все сформировали большую бригаду и приехали в Цхинвал на восстановление. В самом Донецке, именно на площади Ленина, это в центре Донецка, формировали фуры с гуманитарной помощью и продуктовые. Это все до сих пор даже есть в фотографиях и в видео, именно в интернете можно спокойно найти. Когда говорят, да где вы были до этих событий, вы сейчас. Нет, осетинская диаспора ДНР очень сильнейшая, одна из сильнейших, я бы сказала, потому что все люди, которые именно находятся в диаспоре, они одной целью, в принципе, объединены одним воздухом Осетии, я бы так сказала, потому что каждый любит Осетию настолько, что в крови просто-напросто это слово уже настолько наше, понимаете, родное в сердце, что невозможно. И когда, представьте, такая боль происходит, мы же не могли просто так сидеть, вы же понимаете. Поэтому объединяли и другие, приглашали другие организации, которые помогали. На тот период регионы Донбасса была такая политическая партия, которая поддержала это, они выделили фуру, и сборы шел прямой, и помощь шла тогда. После печальных событий 2014 года, когда началось вооруженное вторжение в ДНР, и, соответственно, уже перестали существовать какие-то либо партии, которые могли поддержать или что, единение стало намного больше, проблем стало больше. Таймураз Гибизов непосредственно занимался всеми вопросами, и его сердце не выдержало, начало давать сбой. И в 2018 году он сердцем попал в больницу, ему делали шунтирование, и на тот период он сложил в себя обязанности,
Ну, мы так как работали на тот период, я уже была пресс-секретарь в осетинской диаспоре. И так получилось, что когда прошло собрание, меня выбрали на должность председателя правления, так как я знала все документацию и знала те проекты, которые должны были реализовываться, поэтому мы так вот сформировали. У нас было сформировано правление, в правление входит более 15 человек на сегодняшний день. Каждый занимается своим направлением, то есть у нас есть как и по социальным вопросам, так есть и по работе с молодежью, с малышами, со спортивными, волонтерские, социальные, ну там разные вопросы, которые вот решаем совместно. Я в основном это объединяющую всю эту структуру. На сегодняшний день, конечно, являясь культурно-просветительским обществом на сегодняшний день, у нас, конечно, ввиду военных действий социальная работа вышла, можно сказать, мы добавили в процентном отношении ее. Ну да, конечно, сейчас нас... уже не до культуры и не до просвещения, когда я вот помню, что с началом СВО вы как раз сопровождали группы людей, которые прибыли в Северную Осетию, тогда я вас и узнала. Вы на связи с ними, то есть вы отслеживаете судьбы этих людей? Конечно, конечно. Мы не просто отслеживаем, мы дальше мы их навещаем. И на сегодняшний день, это вот в прошлом году, когда была эвакуация, да, мы привозили сюда. Это были с Ясиноватой ребята. Да, на сегодняшний день боевые действия в Ясиноватой в ужасающем просто-напросто сводки по 5, по 10 бомбежек в день. Это считай праздник, потому что там сыпят просто-напросто с утра до вечера. 80% инфраструктуры полностью разрушена, и домов, и всего остального. То есть ни окон, ничего толком нет. И здесь мы, когда привозили, именно вот эвакуация была 8 марта, в праздник. За 15 минут мы полностью посадили 156 детей и взрослых сопровождающих. Эвакуация шла под обстрелом, полностью ложились снаряды, и у нас времени даже не было. Мы вот просто закидывали их. Там очень тяжелая была ситуация. После того, как мы сюда приехали, их распределили по 2 санаториям, это Томиск и Юность. Вот. И на сегодняшний день некоторая часть еще там остается. Из тех просто, которые выехали, это уже те были, которые, допустим, выпускные классы, они уехали, либо же вернулись по семейным, допустим. Мы сюда эвакуировали мам с детьми, либо же преподаватели, воспитатели с детьми. То есть у нас не было мужского населения, мы вообще до 18 лет эвакуацию делали, но мужчин. Мы помним, конечно, вот, это снимали. Да, поэтому у многих семьи были эвакуированы оттуда в другие ПВР, то есть в пункты временного размещения. И данные семьи выезжали уже на воссоединение семей в другие ПВР, чтобы они находились вместе. Все вместе, да, конечно. поэтому из тех 156 человек уже меньше, конечно, осталось на территории. Но, насколько я знаю, и вот вчера благодарственные письма вручала Тугановой Ларисе Александровне и остальным всем структурам, это и Министерство социальной политики и так далее, благодарственные письма от руководства Народного совета Донецкой Народной Республики, от депутата Народного совета Ковальчука Сергея Александровича, лично за личный вклад в то, что они приняли так на земле Осетии наших беженцев, эвакуированных. Вот, и до сегодняшнего дня оказывают всестороннюю им помощь. С низким поклоном и благодарностью каждому, и не только руководству, но и всем общественным организациям, которые помогали, потому что на себя тоже Кто брали встал рядом большие... с вами в этот непростой момент? Какие организации, может быть, люди? По Донецку в основном эвакуацией занималась непосредственно это наше землячество, и занимался Сергей Александрович. Дело в том, что я являюсь его помощником депутата, и поэтому этот груз мы весь на себя взяли. Получается, у нас было практически около 5 эвакуаций. Вот. Первая была в Осетию сюда, потому что, вы знаете, самые первые откликнулись осетины, потому что сразу был звонок с Осетии, был со словами: «Лен, чем нужна помощь?» Я сразу сказала, надо срочно вывозить. Кто звонил? Звонил министр Миннаца Казбек Багиев и
сказал, составляйте списки, что-нибудь будем думать. И у меня на период тогда, когда уже, у нас получается, война-то с 2014 года, и бомбежки были, но усиление, именно усиление вот такое, как сейчас, что у нас каждый день, вот вчера буквально опять мальчишка погиб, его не смогли в реанимации спасти. И это не только Донецк, это и территория Горловки и так далее. У нас Донецкая область, это Донецкая Народная Республика сейчас, которая, и Донецкая область, которая была при Украине, она большая агломерация. У нас очень плотность населения большая. У нас на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике больше 5 миллионов жителей. Вы понимаете или нет? Это насколько? У нас Донецк 1,5 миллиона, ну пускай до миллиона сейчас где-нибудь жителей. То, соответственно, даже вот эти ковровые бомбежки, это 100% кто-то погибнет, кто-то получит ранение. То есть так, чтобы бомбили и ничего нигде не происходило, просто невозможно, потому что у нас точно заселенная местность. У нас, получается, Донецк, допустим, Макеевка, они как сросшиеся. Это все равно, что Владикавказ-Нагир. Допустим, если идет это Макеевка и Ясиновато, это тоже сросшиеся. Ну, то есть, получается, настолько возле друг друга и большое заселение, ну, по-другому там. Ну, это катастрофа гуманитарного характера. Вот. Поэтому мы взялись именно, потому что понимали, что если сейчас не начать, то, получается, погибших и всех будет больше. Поэтому первая эвакуация была сюда, во Владикавказ, потом были 2 эвакуации в Севастополь, потом были семейные по приглашению аппарата президента Российской Федерации, забрали в Подмосковье семьи. Несколько, вот тоже мы туда эвакуировали. Были эвакуации спортивных команд, и была эвакуация в Иркутск у нас, ну, несколько. Были просто выезды, мы отправляли детей, ну, под реабилитационный отдых. Ну, как это больше сказать, дети выезжали, просто отдыхали, спали. В принципе, как бы эвакуационными моментами я начала заниматься еще с 2014 года. В августе 2014 года мы приехали в Бирокзан. Когда началась бомбежка, да? Да, это самое первое время. Так получилось, что на тот период я была в совете родительском школы Олимпийского резерва в ДНР. Вот. И на тот период мы приехали, и детям негде было вообще прятаться. Были дома, вот полностью обстрел, ни крыш толком, ничего. И дети прятались во враге. Вот родители во враге с детьми. И я спрашиваю, говорю, ну вообще, говорю, как бы куда-нибудь, а куда, ну вот куда нам деваться? И просто, во-первых, все были в растерянности. Начало это вообще непонятно было, куда, что, где, как, это как. Ну, там получилось так, что в июле месяце я приезжала, разговаривала с руководством в Томиске и так далее. Вот, и там были эвакуированные, ну, как-то так получилось, что не сложился разговор именно с теми представителями, которые уже там находились. Мой муж работал в бригаде, и его бригада тогда просто-напросто, ну, он сказал, ну, забираем, говорит, а что делать? И вот, семья Засеевых в Бирокзанге предоставила дом, мы туда вывезли всех этих детей. Вот, у нас документы были доверенности на детей до 8 октября. И 8-го мне пришлось их вернуть, в принципе. Вот. А так на 1 сентября они пришли в школу Бирокзанга, выстроили шеренга управления социальной политики, которые присутствовали на 1 сентября, они подходят, говорят, а вы откуда? Я говорю, ну как бы с Донбасса, примите учиться. Они такие смотрят, ну да, а как вы, а где вы? То есть они даже не ожидали и не понимали. Ну, так как под содержанием были моего мужа, поэтому как бы безвопросно было. Лен, ну помимо вот множества организационных вопросов, которые вы решаете, а это тоже очень огромный труд, как вообще вы пропускаете через себя вот эти все истории, когда погибают дети, когда люди прячутся в подвалах, и как вы с этим боретесь в себе? Один из сложных вопросов. Я на детей не могу смотреть, мне очень тяжело. Даже вот у нас мужчины, когда у нас есть инвалидское общество, шаг навстречу, это и детей инвалидов, и семьи инвалидов. И когда мы привозим подарки, мужчины заносят и быстро убегают оттуда. Они так и говорят, Лен, мы тут находиться не можем. Ну а кто им помогать-то будет?
Вот приходится помогать, какие-то организовывать им праздники, какие-то им организовывать. Для них, вы понимаете, вот я из последнего могу рассказать. Сейчас в Донецке проходил 5-й фестиваль по гранду культурных инициатив «Звезды над Донбассом». Так как мы культурно-просветительское общество, я считаю своей задачей делать мост именно между Донбассом и Осетией, культурный мост, чтобы Донбасс узнавал о культурных деятелей. Я слышала об именно этом мероприятии, тогда. мне рассказывал Григорий Капусов, он Да, тоже да. участвовал. И вот рассказывал. когда Григорий приехал, вот его цель была, вот допустим, да, мы определили это посещение госпиталей. Он в 5 госпиталях был у этих детей. Мы зашли до одного мальчика, вот просто одну ситуацию такую расскажу, да, и он лежит, даже фотография у меня есть, где он его, и он только после операции, ранение в живот. Ребенок, мамы, папы нету, там бабушка только одна осталась у него, там погибшая. И он заходит, змея у него такая игрушечная есть специально, и апельсин огромнейший. И вот он это дает ребенку, чтобы он кормил эту змею. Врач быстренько забегает, кричит, ему нельзя кушать. Он говорит, он не будет сегодня кушать, он просто змейку покормит. И говорит, ребенок лежал с вот такой вот улыбкой, понимаете, для них это вот своего рода как надежда. Сейчас мы вот проводим, лично наша организация, мы участвуем во многих президентских грантах, мы именно сотрудничаем как партнеры с фондом культурных инициатив по многим вопросам. Сейчас вот, допустим, в Москве проходит большая выставка «Мир глазами детей». И в данной выставке участвуют работы детей прифронтовой. То есть они, вот представьте себе, 24 часа ребенок находится дома, он не выходит из дома. Не выходит, потому что выйдя травка, да. И там может быть либо же мина в лучшем случае, либо же прилет с неба. То есть стараются детей немного не выпускать. Но ограниченность пространства, детям-то надо все равно каким-либо образом и общаться, и все. Конечно. Это в основном интернет, потому что на сегодняшний день идет в основном это дистанционное обучение полностью. А привлекать детей в этот мир мы все равно должны каким-то либо образом. И вот через рисунки, через их показ. Я бы хотела отметить очень сильно журнал «Нокдзау» Диану Салбиеву. Она проводит вот любые, какие только конкурсы или что. Мы с ними уже сотрудничаем на протяжении с 2014 года, может и больше, короче говоря. И вот уже сколько бы не было конкурсов, она привлекает наших детей. На сегодняшний день могу похвастаться, 2 победителя там наши есть уже. Она мне вчера буквально сообщила, поэтому у нас будут уже и с награждением. И вот эти дети, они, вы понимаете, они через хотя бы рисунки свое слово и себя проявляют. То есть завтра хотя бы есть. Программы, которые мы делали, это были, допустим, и спортивные сборы, это были и алые паруса, мы вывозили выпускников, мы делали выезды кадетского корпуса, помогали с этой работой. Мы вывозили, потому что у нас там тоже наши осетины учились, и поэтому мы по патронат брали это учреждение. Мы обычные школы также вывозим. Результатом за вот этот период, я считаю, очень огромным, это то, что у нас именно со спортивной школы 5 человек находятся в сборных Российской Федерации. Они у нас либо же кандидаты в мастера спорта, либо же мастера спорта по гимнастике, по спортивной, также по борьбе. У нас художницы, девочки, первые места так же самое. Есть даже команда, которая сейчас, проживая в юности, она тренируется на базе здесь, именно во Владикавказе, вот уже, который год уже, считай, 1,5 года они здесь находятся. Вот. Есть также и ребята, которые поступили в кадетский корпус Следственного комитета. У нас есть, которые в Академию ракетостроения поступили. То есть вот вы понимаете, дали толчок. Эти дети не остались вот просто сидеть, да, в классах и не понимая завтрашнего дня. Они увидели Россию, они увидели, они увидели вот все, что вот есть, и все, что им есть возможность где быть. И они все практически вот просто с целью в жизни. Вы понимаете, для них это важно.
было насколько. Вот лично для нас это очень большое дело. Я считаю, лучшего результата вот той деятельности, которую мы делаем, представить невозможно. Лена, если наши зрители захотят как-то помочь этим семьям, этим детям, в какой помощи вы нуждаетесь и как ее можно передать? Если мы будем разговаривать за помощь, то я, наверное, начну с того, что немножечко назову тех, которые вот просто-напросто с первого дня помогали. Потому что эти люди достойны, можно сказать, вот просто-напросто, чтобы о них трезвонили, чтобы люди понимали, насколько есть люди небезразличные. Потому что иногда, обращаясь к кому-то, они говорили, ну, с Южной Осетии тоже были беженцы, ну, они пожили немножко и уже устроились, ваши тоже. Наши немножко не то же. У нас 10 лет война, и люди психологически настроены, просто внутренне уже, вы понимаете, им выходить в эту жизнь и просто даже поспать. Я вам честно скажу, я сама приехала, я сутки просто-напросто хотела выспаться, но у меня не получалось, потому что загруженность очень большая. Но хотя бы 6 часов сна, клянусь, у меня были. Потому что в Донецке это, либо же в Ясиноватой, в Харциске, на территории ДНР этого невозможно. Постоянно гул, постоянно прилет, и уши слышат любой треск, звук и так далее. То есть сна нормального ни у родителей нет, ни у детей нет, которые остались. Вы же понимаете, которые были люди, конечно, хоть с каким-то достатком, они выехали. Никто свои семьи там не оставил. Никто не оставил. Остались те, которые либо же не могут выехать оттуда, либо же по каким-то причинам. У нас вот именно мы как бы занимались социальной поддержкой осетин, да, но в связи с тем, что пошло СВО и больше наплыв, это и военнослужащие, это и госпиталя, им надо было поддержку оказывать. У нас и ампутантов сколько было, нам даже этих парней надо было поддерживать. Потому что на тот период, вы понимаете, когда идет 1-2 человека, это одно, а когда усиление, это в день поступают десятками. И получается, мы-то были готовы, Минздрав был готов, но к такому наплыву, а когда еще прилет получился по больнице Калинина, где находился именно склад, можно сказать, лекарственных препаратов, то резко, вот, не только препараты, медрасходники и так далее, резко просто по ДНР, где-то частично мы просто обезглавлены были именно в этом. Поэтому помощь именно волонтеров, либо же просто неравнодушных людей, я могу просто-напросто многих назвать, которые именно вот так помогали. Список, конечно, будет длинный, но он очень такой вот внушительный. Первоначально, вот прям вообще с первых дней практически начала помощь, надо так сказать, с 2014 года у нас помогали это Зелим Ватаев, это Анатолий Ильич Бибилов, это Битаров, который принимал дважды здесь детей. Мы на реабилитацию приезжали, и 3-й раз приезжали, это уже на сборы, приезжали вольники, в лагере тренировались. Это оказывал помощь непосредственно. Там реабилитация, впрочем, очень сложная была, потому что у нас дети, например, были такие, у которых сгорели луковички волос, они лысые были. Ни ресниц, ни бровей, ничего не было. И вот когда мы после Урздона приехали, у него частичное прорастание было. Вы понимаете или нет? То есть настолько успокоение. То есть Осетия подарила просто завтрашний день этим детям. Вот просто-напросто, потому что хотя бы немножко восстановления здоровья и всего остального. И продолжение, опять же, в спорте были карьерные. Это вот касаясь, допустим, до СВО. После СВО, опять же, усилилась эта работа. Опять же, Зелим Ватаев называют так далее. Это был и канал Олега Марзоева, там его лично помощь была, как раз когда бомбежка была, это в лекарственном обеспечении полностью шло, потому что ребята лежали. Вы же понимаете, что когда ранение, тогда большие потери крови и всего, надо заменители и много лекарств, Конечно. которые... И вот они очень сильно помогали. И помимо того, что он военное обеспечение помогал ребятам делать, еще и этот вопрос. На сегодняшний день, как только стал Сергей Иванович Меняйло, он тоже начал помогать, насколько я знаю, обеспечение идет непосредственно военнослужащим, которые, по крайней мере, я знаю по ветеранам, вот он помогает, они приезжали от него
ребята, которые привозили помощь. Вот. Очень сильно помогал нам Таймураз Фидаров, это глава партии «Родина» по Северной Осетии. Он первый вообще вот в ССВО, это вот просто первый помощь, которую дал. И сразу ребята, которые были после реанимации, мы им передавали лично от него финансовую помощь, так как он передал, закупали лекарства и все такое прочее. С нами связывайтесь. Я, в принципе, как в телеграм-канале, так и везде есть мои То есть связь данные. у вас через социальные сети? с Да, вами, через социальные, в принципе, все знают мой номер телефона, очень большое обращение мам, жен и так далее. По поводу найти, либо же в плену кого, либо же какие вопросы, очень многие обращаются. Честно скажу, я работаю только по Донецкой Народной Республике, за территорией. То есть по территории, допустим, ЛНР я еще могу как бы оказывать взаимодействие, допустим, по вопросам где-то госпиталя, да, у нас есть возможности, так как у нас есть представители, мы можем, допустим, по госпиталям, но иные вопросы мы уже не сможем там, хотя, ну, если там каким-то либо образом мы связываемся и постараемся. В Запорожье мы выезжали, мы привозили туда тоже ребятам помощь по просьбе того же Олега Марзуева, и не только там на подразделение, которым требовалось на тот период, и кратчайшая дорога была через нас на тот период. А так, ну, в основном работаем по Донецкой Народной Республике. Вы поймите, мы не коммерческая организация, у нас нет ни расчетных счетов, у нас нет ничего. Мы понимаем, конечно. Поэтому нам очень сильно тяжело. Сейчас мы переходим под российское законодательство, и сейчас стал вопрос о том, чтобы перерегистрировать ее, то есть под российской. Честно вам скажу, и для меня это очень сложный вопрос. И для всех сейчас очень сложный вопрос, потому что это идут и финансовые вопросы. А дело в том, что ну, вот просто, ну как я с той же Райгубевой или с кого-то буду собирать сейчас членские взносы в ДНР? Вы понимаете, что это просто нереально? Просто, потому что люди и так на последних копейках живут, транспорт, вот, чтобы вы понимали, он не работает так, как вот вы вышли, сели на маршрутку, поехали. У нас этого нет, у нас есть комендантские часы, и у нас до определенного времени доезжает, вот и все, и транспорта нет. То есть завоз того же, допустим, хлеба в некоторые районы, он могут завозить только раз, допустим, в неделю. Это в лучшем случае. Я почему даже иногда, так как мы благополучатели, всем кричу, давайте нам хлебопечки, потому что хотя бы электричество есть, и люди хотя бы на муке смогут печь это. Потому что у духовок не у каждого есть, и запускать вот это газовые трубы же рвут и так далее. А электричество есть, хотя бы даже работают генераторы. Вопрос воды – это вообще, это наипервейшее. Мы живем без воды вообще. У нас речка есть Кальмиус, но она такая стоячая, это не терек, ну, такая. У нас обмеление, потому что выкачивают воду и развозят по домам и так далее, чтобы люди могли хотя бы вода, посуду помыть. Получается, тоже не чистая. Чистое только у нас обеспечение было, как бы был решен вопрос, это раз в неделю на одного человека 5 литров. Это государственная поддержка, и 5 литров нам выдавали. Это все ПВР, все школы, которые переведены в ПВР. Это на неделю 5 литров? На одного человека. Ну, понятно. Вот. И получается так, что вот эти вот 5 литров приходит фура, приходит в школу, где старушки, преподаватели или не старушки, они становятся в цепочку, и вот эти 20 литров они разгружают. То есть каждая из преподавателей, ну вот этих учителей, да, вот она каждая 20 тонн разгружает в день. Потому что обслуживается этот дом, тот дом и так далее. А воды все равно не хватает. Вы понимаете? Поэтому, когда соседи говорят, что едет машина, сразу спрашивают, а вода будет? Вот. Ну, честно скажу, откровенно скажу, мы все-таки на гражданских мы меньше даем воду, чем мы отдаем на фронт. Мы ее стараемся все передать туда. Потому что у ребят воды там тоже нет. А им воевать. И они делают большое дело, и если у них не будет, то у нас вообще не будет. Поэтому мы все на фронт. Сейчас мы выиграли президентский грант очередной. И с 7 июня по 26 июня мы едем в Иркутск, летим с Москвы. Оттуда мы на Байкал. Называется программа «Мосты дружбы». И мы идем пешим переходом в Монголию.
Договоренности есть, будет большая программа. Представители остинской диаспоры находятся в этом переходе, участвуют в программе. Участвуют другие национальности, буряты, монголы. В Иркутске, короче говоря, на нас большие планы. Вот. А мы стараемся дальше жить. Елена, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию, согласились ответить на наши вопросы. Удачи вам. Спасибо.